Ну ладно. Вообще, что такое дебат? Это площадка, на которой есть две команды от оппозиции, есть две команды от правительства. И задается тема, допустим, ну пока не будем напалить, какие у нас темы. Вот, задается тема, правительство ну, как бы защищает вот эту позицию, а оппозиция всячески пытается опровергнуть. Есть председатель правительства, есть как бы лидер оппозиции, есть их заместители. Про роли начну сам рассказывать. Просто общий расскажи. Хорошо. Ну вообще мы играем в британском формате, то есть это формат, при котором, вот, как я сказал, 4 команды и 2 стороны. Задается тема, и каждый следующий участник пытается как-то повлиять на исход игры. Вот, что в принципе нужно знать, аплодируем не вот так, а вот так, и делаем, если есть вопрос, делаем вот такой жест. Есть у кого-нибудь догадки, почему так делают? Нет, да? Это странно выглядит, но это так. В общем, в средневековье все же носили парики, и когда в Британии шли какие-то споры и сильные там дискуссии, они резко вставали, чтобы парик не сетал, придерживали парик и вот так, таким жестом показывали свое желание высказать или спросить о чем-то. Вот, но это основные моменты. Теперь, наверное, про роли расскажет Игорь. Добавлю еще к основным моментам, что время вашего выступления ограничено, то есть, ну, обычно 4-5 минут, или, возможно, 3, смотря сколько у нас есть времени на игру, и вот за это время должны уложиться и рассказать всю вашу основную мысль. Начинает свое выступление премьер-министр или председатель правительства. То есть, если, например, против ЕГЭ, то премьер-министр должен рассказать, что такое ЕГЭ и как вы пытаетесь его запретить, каким образом, и говорит, почему ЕГЭ это плохо. И бывает, следующим выступает. Командада 2 киши болуп